Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, читатели. Спасибо, что смотрите. Хочу ответить, это рубрика для детей и для родителей, как воспитать хороших детей. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Хочу ответить на несколько вопросов. Здравствуйте, дорогой Садмурод Давлатов, мне 16 лет. Хочу идти из дома. Мама ругает, папа ругает. Хочу жить отдельно. Умею зарабатывать. Проживу, если деньги нужны будут, тогда выход найду. Буду на YouTube зарабатывать, в программах разбираюсь. Стану на ноги через 8 месяцев. Приду домой, буду помогать родителям. Не хочу учиться в школе. Хочу зарабатывать. Дай Бог, заработаю. Что мне делать? Родной мой, тебе 16 лет, это такой возраст, когда очень охота весь миру доказать, что ты уже взрослый. Это такой возраст, когда охота на самом деле показать, что ты можешь, показать, что ты способен и так далее. Но поверь моим словам, тебе нужен будет наставник, тебе нужен будет поддержка родителей и так далее. Конечно, есть случаи, когда люди уходили из дома и потом что-то добились, вернулись. Но нету гарантии, что уйдя из дома, ты не меняешь свое мышление в худшую сторону. Нету гарантии. Поэтому мой совет, не надо уходить из дома. Если ты хочешь уйти, потерпи еще всего лишь пару лет. И ты, поверь мне, уйдешь уже студентом, станешь, или хочешь, уйдешь от дома, потом далеко. Потом так будешь ценить родителей, ты даже не представляешь. Попробуй. Родители просто так не ругают. Я уверен, ни мама, ни папа, никто просто так не ругает. Возможно, просто у них взгляд другой по сравнению с тебя. Просто у них видение другое по сравнению с тебя. Надо нам воспринимать наши родители. Надо понимать, что наши родители выросли в другое время. Наши родители выросли в другое время, а вы, дети, растете в другое время. То есть то, что для родителей важно, для детей не важно сейчас. А то, что для детей важно, для родителей это не составляет никакой ценности. Обычно вот это с этим происходит такая разногласие. Например, моя мама, они выросли, период война. И у них были ценности другие. А когда я вырос, были ценности другие. А сейчас мои дети растут, абсолютно другая ценность. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Но мой совет к тебе. То, что ты не любишь учиться, ничего страшного. Ничего страшного, если ты не любишь учиться и так далее. Но ты в том направлении, которое ты хочешь зарабатывать, ты должен учиться. В том направлении, которое ты хочешь кем-то стать или добиваться успеха, ты должен учиться. Иначе изменений не будет. И иначе тебе будет тяжело в жизни. Поэтому дело не в том, что ты умеешь зарабатывать или нет. Дело в том, каким человеком ты станешь. Это самое важное. Деньги – это просто средство, чтобы мы хорошо жили. Мы не живем, чтобы зарабатывать. Мы зарабатываем, чтобы хорошо жить. Поэтому дело в том, каким человеком ты станешь. Вот это самое важное. Поэтому выбери то направление и в это направление изучай предметы, которые тебе приближают к цели. Фокусируйся на это. И тогда у тебя будут хорошие результаты. За счет того, что уйти из дома, я бы не советовал. Пару лет потерпи. Тогда ты успеешь все. Ты уйдешь учиться как студент. Ты автоматом уже будешь далеко. Хочешь учиться, учись. Закончил среднюю школу, пожалуйста, ради Бога. А потом у тебя будет больше свобода. Но сейчас, в данный момент, не рани сердце родителей. Потом сожалеешь. Потому что потом у тебя пойдет семья, дети и так далее. У тебя все равно не будет времени потом больше с ними провести. Хорошо, дорогой мой? Это очень важно. А то, что они ругают, просто тебе по душе надо с ними поговорить. Обычно ни один родитель просто так не ругает. Что-то по их мнению идет не так. Либо ты думаешь по-другому, они по-другому, либо ты делаешь по-другому, чем они ожидают. В связи с этим руганье есть. А один раз по душе сиди, с ним поговори, скажи: мам, как вы хотели бы, чтобы я делал? Покажите мне конечный путь. Покажите мне. И расскажи им свое видение. Это нормально. Поговори с сердца к сердцу. Это показатель, что ты взрослый. А вот обижаться из дома уйти, это не показатель, что ты самостоятельный. Показатель, что ты еще не самостоятельный. Поэтому ты хочешь убегать от этой ситуации в жизни. А далеко ли ты убежишь? Да недалеко. Поверь моим словам, недалеко. Вот. Хорошо, дорогой мой? Аноним. Здравствуйте, Садмурод Давлатов. Мне 17. И в этом году я поступил в
стоматологический факультет, город Барнауль. Но я хочу учить тонкости бизнеса у таких, как и вы. И делать свой бизнес. Но мои родные говорили, сначала закончи вуз, потом можешь делать бизнес. Я думаю, зачем закончить вуз и терять 5 лет жизни? Что можете мне посоветовать? Спасибо большое за внимание. С нетерпением жду вашего ответа. Брат мой, честно тебе скажу свой путь. Я не мог учиться, когда приехал в город. Я бросил 3 вуза. Я не мог учиться. Денег не было учиться. Море было проблем. Это была пристройка. В 95-х годах гражданская война в Таджикистане. Я не мог учиться. Я из тех людей, которые не учился. Сразу. Я начал сначала делать бизнес и параллельно учился. Потом заочно учился параллельно. Но если ты хочешь вот в этом направлении, ты же пишешь, что поступил в стоматологический факультет, заканчивай стоматолога, стань хорошим специалистом, профессионалом, а потом открывай свой стоматологический кабинет. Стань лучшим в этом направлении. В бизнесе ты зарабатываешь, когда ты лучше конкурентов. Большинство людей думают, что как будто зарабатывать легко в жизни. Как будто я не буду учиться и пойду открывать бизнес. Я могу тебе один секрет открыть. Хочешь знать? Если хочешь быть бизнесменом, ты должен всю жизнь учиться. Только здесь самообразование. Там в вузе много тебе не нужное дадут. 50% той информации, которую ты получаешь в вуз, может быть в жизни тебе не пригодится. Но это общая программа. Но если тебе не пригодится, в группе другому эта информация пригодится. Понимаешь, это всегда так. 50% то, что они говорят, не твое, но это кому-то помогает. Понимаешь? Поэтому бесполезных знаний нету в вузах. Просто бесполезных нету. Ты должен понимать, что-то тебе помогает, что-то другому помогает. В группе же есть люди, не только ты же не один единственный. Вот. Это похоже, что в магазине есть 8 линейка в одном серии одежда, но какой-то размер не твое, но кто-то же одевает этот размер. Это не означает, что все они бесполезны. Кому-то другому это помогает. Поэтому вот так. Это что касается вузов и так далее. Но помни, если хочешь тогда открывать бизнес, если хочешь заниматься бизнесом, ты должен всю жизнь учиться. Ты должен стать учеником навсегда. Если ты умеешь учиться навсегда, вот ты станешь бизнесменом. Путь бизнеса – это самообразование. У меня куча книг. Посмотри туда, переверни туда. У меня куча книг. Я день и ночь тут допоздна читаю, допоздна сижу, работаю. Это всего лишь в одном моем кабинете. Еще если ты видишь в разных моих кабинетах, в моих библиотеках, их очень много. Я теперь от того, что много люблю книг, теперь сели, эти открываю, Хоней Донеш, Дом знаний, библиотеки сели большие. Почему? Потому что беспрерывная учеба. Если хочешь быть бизнесменом, ты должен постоянно самообразованием заниматься. Значит, для тебя сейчас заканчивай курс стоматолога, хорошо учись, отлично учись, потому что просто учиться сейчас маловато, теперь надо отлично учиться, чтобы стать лучше, быть конкурентоспособным, а потом всю оставшуюся жизнь занимайся самообразованием до тех пор, пока ты не открываешь свой хороший бизнес в этом сфере. И двигайся вперед. У меня есть очень много учеников, которые держат стоматологический кабинет и зарабатывают хорошо. Доброе утро, господин Давлатов. Меня зовут Венера, я из Бишкека. У меня вопрос к вам. Насколько будет правильно ребенку платить за пятерки? Вы на детском тренинге говорите, что ребенку нужно платить, и пусть они учатся откладывать. Потом ребенок не привыкнет за все просить деньги. Мой единственный сын пошел в школу. И мы по вашему методу начали за каждые 5 платить деньги. Он все это положит в копилку себе. Учительница говорит, что это неправильно. Как быть? Венера, добрый день или добрый вечер, не знаю, здравствуйте. Какое время вы меня слышите? Я скажу вам такое, это правильно. Но платите только за умственные дела. Я плачу своим детям за их достижения. Давайте привяжу вам один кейс, вы поймете. Моя дочка, сейчас старшая моя дочка, учится в Америке. 3 года назад, когда я приехал к ней, я смотрю, она слабо учится. Я был удивлен. Я реально был удивлен. Потому что наше образование, оказывается, чуть-чуть методика другая по сравнению ихней. Она, когда пришла туда, конечно, никого не знает. И это было
ей тяжело. Язык, конечно, она уже знала, но не на таком уровне, но было ей тяжело в других моментах. Ей было тяжело, что у нее нету подруги, у нее нету знакомых, ей эмоционально новое место, новое окружение, депрессивность, переживания и так далее. Я сказал: доча, я 3 дня сам взял ее и 3 дня с ней ходил, с утра до вечера. Мы разговаривали, я задавал разные вопросы, примерами и так далее. Я смотрю, у нее в голове сидит мысль, что буду учиться средне, как удается. То как получается. То есть нету никакой стратегии, никакой желания, никакой план, нету уверенности в себе. Я немножко пообщался с ней, и я начал потихонечку за это 3 дня у него в голове вложить мысль, чтобы стать лучше. И мы составляли план и так далее. Я обещал ей за каждый, у них там не оценка, там это звездочки или как там буквы и так далее. Я сказал, за каждую общую 5 по их самым высшим показателям я дам $100. Вот скажу вам разницу. Хорошо? Вы поймете, платить надо или не надо. Я сказал, $100 отдам, а ты научись часть из них купи себе, что хочешь, а часть из них, пожалуйста, накопи и так далее. Я научил ей вот эту методику, показывали эту методику и так далее. Показали ей, сколько они могут зарабатывать и так далее, и так далее. Моя задача была поднимать у нее уверенность в себе. Я создал для нее график дня. Помогали ей составить график дня. И помогали ей написать ее цели, цель жизни и так далее. Помогали ей формировать дневник жизни, дневник желаний и так далее. Мы это все делали вместе с ней. Потом я записал ее на теннис, потом записал ее на карате и так далее, потому что там очень много разновидных народа, то там мексиканцы, всякий народ со всех сторон. Она у меня очень красивая девушка, и я очень хотел, чтобы она могла сама стоять за себя и так далее. Записал везде. У нее минута свободного времени нет, абсолютно минута. Свободное время нет. Она то ходит на рисование, то ходит там карате, то ходит туда и так далее. Теперь результат. Я начал оплачивать ей за каждую оценку $100, если она лучшая оценка берет. И так далее. За год она подтянулась все. А вы знаете, последние 2 года, каждый год мне приходит по 2-3 письма из руководителя ихного колледжа. И они мне пишут, вы должны гордиться, что у вас есть такой ребенок. В Америке такая система, что вузы идут в колледжи, везде, вузы идут и смотрят, у кого самая лучшая учеба, кто стремительней, кто активный образ жизни ведет, и в спортом занимается, и в передовой другой разных местах, они придут, их предлагают бесплатно поступить. То есть у них коммерческий вуз, но они приглашают их бесплатно, потому что имидж вуза нужен. Коммерчески они могут брать многих, но талантливых они дают, как сказать, как типа у нас есть бюджетный и так далее. И в этом году, она заканчивает следующий год, но в этом году из 5 вузов нам было приглашение. Потом очень много направлений там Америки, которые предлагают тебя, чтобы практиковать и так далее. Что я хочу вам сказать? Видите, я что обучаю своему ребенку? Умным быть выгодно, чтобы ребенок понимал, что творческий труд – самый дорогооплачиваемый труд. Я повторяю, творческий труд – самый дорогооплачиваемый труд. Умом надо зарабатывать, не физическими силами. Все люди, которые физически трудятся, со временем, в будущем, они остаются невостребованными, потому что роботы заменят их, техника заменит их, автоматизация заменит их. Останутся только креативные, творческие люди. Поэтому платить ребенку за умственные достижения. А физические дела, которые он дома делает, он обязан делать. За них не платите. Дома убрать, помогать, отвезти, привезти и так далее. И привязывайте это к тому труду. Например, ты 5 получаешь, неделю 2 раза дежурный дома. Ты делаешь то-то, то-то. Но он очень... Физический и умственный труд должны быть гармонично идти. Почему я ребенку записал спорты, карате и так далее? Кстати, она уже черный пояс получила 2-й дан. Понимаете? Я горжусь ей. Я действительно горжусь ей. Потому что я хочу, чтобы вдохновиться, смотреть, чтобы у меня в душе было такое удовольствие, что вот это мой ребенок, вот это кого я воспитал. Вы понимаете, это очень мечта родителей. Поэтому... платите. Если учительница так говорит, это не означает, что
то, что она думает, это самое правильное. Поэтому попробуйте мою методику, и через год вы разницу видите. Сама учительница пойдет, потом своих детей будут так делать. Почему? Потому что она видит разницу через год. Помните, еще раз повторю, но за физическую помощь, которую ребенок делает, никогда не платите. У него в голове должна сидеть 3 вещи. Первый, умным быть выгодно. Второй, умом можно зарабатывать. Не обязательно физически трудиться. И самое важное, третья вещь. Он должен понять, что в этом направлении стать лучше. Он научится сохранить деньги, он должен параллельно научиться, у него финансовый интеллект растет, он поймет, что в мире бесплатно ничего нету, в жизни никто тебе ничего не дает бесплатно, у него формируется такое понимание. А четвертая вещь, умственный труд, физический труд объедините. Объедините, что у него гармонично было развитие, у него было много энергии жизни, трудоспособности выросли и так далее. Умственный труд позволяет ребенку быть сообразительным, думать, стратегически думать и так далее. Физический труд воспитывает характер, выносливость, терпение и так далее, воля и так далее, уверенность в себе. И то объедините. И тогда достижения будут вот такие. Вот увидите. Так что платите и делайте. Следующий важный вопрос. Здравствуйте, уважаемый Саймурод Давлатов. Меня зовут Алихан. Мне 15 лет. Я из города Алматы. И у меня есть к вам такой вопрос. Как возбудить желание у ребенка к чтению, саморазвитию и тому подобному? У меня есть много младших братьев и сестричек. Много ровесников. И я бы хотел, чтобы они все тянулись к саморазвитию. Я хотел бы, чтобы и некоторые взрослые тоже начали читать книги и так далее. Но взрослым невозможно навязывать это все, тем более такому ребенку, как я. Тем более их надо любить такими, какими они есть. Как минимум ребенок не имеет права обсуждать своих родителей. Он должен любить их такими, какие они есть. Это ваши слова. Так вот я хочу узнать ваше мнение. Алихан, ты молодец. Ты вообще молодец. Ты меня затронул за сердце. Молодец. Даже до слезы. Ты вообще молодец. Правильно говоришь ты. Дети не имеют права обсуждать родителей. Дети не имеют права сидеть, критиковать родителей. Родители любят нас так, как умеют. Родители заботятся о нас, как у них получается. Они из своих лучших пробуждений делают все то, что делают. Ни один родитель не хочет плохого своим детям. Они всегда делают самое лучшее. Самое то, что они умеют делать. Поэтому мы принимаем их, любим их, какие они есть, служим им. Служим им, потому что они очень много давали нам, и мы никогда не можем вернуть то, что они делали. Поэтому мы искренне служим им. А что касается твоих братьев, сестры и так далее, самому стань примером. Чтобы, понимаешь, один человек всегда, глядя на другого, меняется. Если ты будешь им говорить, они тебя не будут слышать. Я тебе расскажу мой пример. В свое время, в 2000-х годах, 99 год, 2000 год, 2004 год, 3 раза собрал все свои родственники и рассказывал о том, что надо начинать делать бизнес, чтобы изменить качество своей жизни и так далее, и так далее. 3 раза я это делал. Никто меня не слышал, потому что нашим поколением самые младшие. А я тогда принял решение, что если они не хотят быть успешными, тогда без них стану успешным. Теперь они все приходят, меня просят, как надо делать. Почему? Потому что они видят результаты. Конечно, я понимаю тебе, что ты можешь сказать, но это же будет поздно. У тебя есть 2 варианта. Один вариант. Ты стараешься самому добиться что-то, глядя на твои примеры, они начнут делать. Например, веди дневник желаний, вставлять стратегию жизни, начни копить на копилку. И свои результаты расскажи им. Скажи, вот я послушал, я делал, у меня накопилось столько. Я прочитал столько-то книг. Вот у меня мысли такие. Ты рассказывай им. Например, когда они видят твои умственные достижения, они начнут заинтересоваться, как ты это все усваивал, как ты это делаешь. Это одно направление. Второе направление. Их всех постоянно, когда позовешь, рассказывай про мои тренинги. Включи видео, скажи, знаешь, вот здесь этот человек говорит так. То есть, поскольку у тебя еще авторитет маленький перед ними, ты еще не авторитетный для них, тогда используй мой авторитет. Скажи им, что мой наставник сказал так, мой наставник говорил так. То есть я имею в виду, до того, когда у тебя свои результаты пойдут, тогда рассказывай мой.
опыт. Скажи, мой наставник говорил так, мой наставник сказал, читайте эту книгу, мой наставник сказал, планируйте, накопите и так далее. Ты просто ссылку принеси на меня. Тогда, поскольку у меня уже результат есть, они будут слышать. Таким образом, тебе будет хорошо. Кто-то из них все равно будет игнорировать, скажет, ой, это чушь собачья, это не может быть, и это все, и так далее. Кто-то будет такие вещи говорить, а ты внимание не обращай на таких. А из твоего окружения, из 10, сначала 2 пойдет за тобой, может быть 1 пойдет, а потом 3, потом 5, потом 7. Вот так ты постепенно самому меняешься и помогаешь своим братьям и сестрам. И самое важное, ты помогаешь своему окружению стать лучше. Значит, ты лучший человек. Помни всегда, Алихан, только сильные люди, только великие люди помогают другим стать сильным и великим. Только чемпион вдохновляет другому стать чемпионом. Я желаю тебе успехов. Дорогие друзья, ставьте лайк под рубрика. Желаю вам успехов. Уважаемые дети, если вы что-то полезное брали для себя, как минимум 10-20 своим окружением присылайте это, поделитесь. Почему? Потому что из 10-20, 2-3 начинается тоже изменять свою жизнь. И рядом с вами, они вместе с вами растут и станут успешными. Вам это очень выгодно, чтобы они стали успешными. Я вам желаю успехов. Всего доброго.